Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю открывать образ чаши, межгалактической вселенской чаши. Сегодня несколько стихов преподнесу, относящихся к чаше леса, к Граалю, лесному Граалю. Лесной Грааль. Мир росы, мир зеленой травы, небо мир преображенной земли. Сходит свет гиперборейских долин, Тара, лес от врагов храни. Дедушка, лесовик, стихиалий брат, нимф лесных, кум, дружок и сват. Дух светлоясный, свинтовит в лесах, наполняет все силой отчей, ах! Взращивает цветы, ягоды и грибы, дерева свои укрепляет жить. Всех лесных зверят, птиц, медведей он, добрый дух и зодчий, открывающий край отчий. Добродедушка в тех лесах гулял, сладкую ягоду подчевал, собирал, и, довольный всем, что от духа есть, хоровод лесной закружил. Он позвал сыновей своих, сворожичей, он позвал дочерей своих. Мать из сва пришла, молока Грааль деткам принесла. Я там был, хоровод кружил, молоко пил, по усам текло и в рот попало, а на душе хорошо и блаженно стало. В этом стихотворении Тара – это славянская богиня. Тарой еще славяне называли полярную звезду. То есть чистейшая, светлая богиня солнечная Тара, хозяйка леса, хозяйка берез. Поэтому здесь вот лесной Грааль, поэтому ее имя. А свинтовит – это дух святой, дух светлоясный, скорее сказать. Славяне так его называли. Свинтовит. Лесной Грааль богини Тары. Лесной Грааль, лесная чаша Тары, березы, травы и цветы, и хороводы величаво кружатся в ритме Эль-Эли. Лесные тайны сходят свыше, осеевая алтари. Березы белые чуть дышат, внимая свиткам Гуан-инь. Кора берез — письмо от света. Прочти, переживешь экстаз. Бел Бога доброе дыхание, добро и творческий парнас. Молчать не сможешь, стихотворной лирой прославишь доброго отца, вкусишь напиток небывалый, нектар Тархтарии. О, да! Ягода леса Грааль. Ягода, которую мы собираем в лесу, или на огороде, это очень таинственное нечто. Есть такое понятие «последняя капля» или «начало» еще. У славян это выражено в символах, в образах. Ну, ягода – это последние капли. Я вот такое сравнение здесь в стихотворении использую. То есть ягода сама как чаша. Чаша, вмещающая этот вкус, этот сок. И плюс она как капля, она же маленькая капля, последняя капля. То есть та капля божественного экстрата, божественного нектара, квинтэссенция божества, которая источается в запредельные моменты бытия. Ягода леса Грааль. Ягода чаша вобрала в себя каплю любви, запредельной, небесной, чистым сиянием поляны полны, где обитают плоды поднебесной. Ягода, ягода, леса Грааль, нас упои, накорми, напитай и приобщи к тайне сакральных скорбей, в которых накопится счастье, блаженство. Белая чаша. Чаша примирная, постоянно меняет цвет, форму меняет, она динамичная очень, она не замирает в одной форме. Но вот здесь именно о белой чаше.
Белый вообще в архетипах Гипербореи, белый непричастный злу. Поэтому это белая чаша, чаша составов божественных. В них нет, в этой чаше нету никаких пылинок, частиц зла. Это особый мир доброты, составы доброты, частицы, масла и прочее. Белая чаша. Белая чаша Тархтарии, Гипербореи. Нет ее слаще, таинственнее и важнее. Белая чаша – сердце доброй цивилизации. Белый алтарь, питающий царствие. Вокруг нее хороводы вьются, кружатся, приобщаются к свету доброй цивилизации. Белая чаша – дыхание светов, вожделение белых поэтов. И все живое тянется к чаше, в ней тайна жизни, нет ее краше. Белая чаша – бытие без изъяна, век золотой Атлантиды благоуханной. В ней все – составы, частицы, масла, мирра, прополис, с неба хлеба и золотая пыльца. Фруктов небесных, ягод полно. Выпил из чаши, стало светло. В сердце, в душе и кругом, и внутри. Солнце сияет, туманы ушли. Кончился капель последних капель. Радует сердце божественный эль. Хоры, хоралы звучат и тогда. Жизни мистерия света полна. И я там был, мед пиво пил, по усам текло и в рот попало, а на душе так легко и блаженно стало. Вот здесь божественный Эль. Эль – это одно из имен нашего небесного Отца, Золотого Деда. Ну и последнее на сегодня стихотворение. «Лесная чаша, напои». «О, напои меня, лесная чаша, лесной Грааль, из трав, деревьев и цветов, из ягод чудных и грибов, орехов мудрости и голосов, земных небесных соловьев, дроздов, кукушек, зябликов, орлов. О, напои же музыкой своей, игрой лучей от солнца приходящих, и ароматами цветочными покрой, чтобы душа благоухала, источала счастье. Как в зеркале открой существ, что населяют потаенные опушки, и в гнездах чудных птиц, и в дуплах дятлов и зверушек. Приподними из мха подстилку, покажи таинственных существ, и тех, что глазом не увидишь, и только можно чувствовать их жизнь, их проявление в тиши леса. Лесная чаша, упои, из ягод соком напои, веди туда, где чудные поляны света неземного, и открывай сокровищницу тайн лесных, что стражи охраняют от вторжения человека». Вот в этих стихах запечатлены тайны чаши. Этих тайн очень много, и в своем сборнике «Прогулки по Млечному пути» я раскрываю эти тайны поэтической строкой, поэтическим слогом. Если вам это интересно и хотите подробнее прочесть, проходите по ссылке на проект книги «Прогулки по Млечному пути». Там вы можете приобрести книгу. Она скоро будет издана. Читатели увидят ее. Это будет книга добрых стихов. Книга, написанная в жанре небесная поэзия, поэзия белых шаманов, поэзия белых волхвов. Стихи медитация, стихи камлания, стихи молитва, стихи созерцания, стихи, относящие к добрым мирам, наполняющие душу, сердце, все существо небесной добротой, так необходимой каждому человеку. Благодарю вас за внимание. Ваш сказитель, сын полярной звезды и большой медведицы, органист-импровизатор, ученый, экспериментатор, мастер по изготовлению варганов,
и прочее, прочее, и прочее. Р. Сагатох Чоронкин. До встречи, друзья. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана».